Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Якутяне стали меньше жаловаться. В Банке России число жалоб, связанных с ипотечным кредитованием, снизилось вдвое. Замена кукурузникам между труднодоступными и отдаленными регионами. Возить пассажиров теперь будут на самолетах «Байкал». Безопасность полетов зачастую зависит от авиатехников. Наши коллеги побывали в Мирнинском аэропорту и узнали, кто стоит за удачным полетом. По апелляционному представлению прокуратуры бывший первый заместитель главы Намского района осужден к реальному сроку лишения свободы за получение взятки. В декабре 2021 года Намским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Намского УЛУСа, который признан виновным в получении взятки в виде денег за общее покровительство, совершенное в крупном размере. По результатам рассмотрения суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 миллион рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Государственный обвинитель, не согласившись с назначенным бывшему первому заместителю главы Намского района наказанием, ввиду его чрезмерной мягкости, внес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Верховным судом Республики Саха-Якутия приговор суда первой инстанции изменен, исключено указание на условное осуждение, подсудимый приговорен к реальному лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности. Он взят под стражу в зале суда. Число жалоб якутян в Банк России, связанных с ипотечным кредитованием, уменьшилось вдвое. За 2021 год в Банк России от жителей Якутии поступило 56 жалоб, связанных с ипотечным кредитованием. В основном у граждан возникали сложности со своевременным исполнением обязательств по заключенным договорам. Однако таких обращений тоже стало меньше – 17 вместо 41. Вместо на кредитные организации от якутян в Банк России поступило 515 жалоб. За год их число снизилось на 9%. Помимо трудностей с погашением кредитов, наиболее частыми были вопросы о нарушении банками регламента взаимодействия с заемщиками, навязывании дополнительных услуг, несогласии с условиями заключенного договора и проблемах с наследованием вкладом. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выздоровели 4576 человек. Госпитализировано 105. Общее количество выявленных случаев – 2967. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Слаженно, в четком понимании продолжает работать республиканский корпус волонтеров. Сегодня там работает 1700 волонтеров. Они оказывают помощь пожилым гражданам в доставке продуктов первой необходимости, медикаментов. В республике 343 волонтера доставляют бесплатные лекарства амбулаторным больным новой коронавирусной инфекции. Вообще за весь период у нас прошло 54 волонтера. И только за последние 7 дней ими обработано около 1500 заявок. Это действительно такой достаточно хороший посыл, общественный. Все, кто приходит в волонтерские штабы, они готовы помогать людям, которые сегодня в целом оказались в ситуации невозможности свободного передвижения. Между тем, эпидситуация на территории Нерюнгринского района по-прежнему остается сложной. Заболеваемость COVID-19 выросла практически в 3 раза. Так, если на предыдущей неделе было зарегистрировано 170 лабораторно подтвержденных случаев, то на прошлой неделе было зафиксировано более 450 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 64 заболевших – это дети. В то же время, по наблюдениям санитарных врачей, отмечается некая стабилизация по респираторным инфекциям. По ним заболеваемость снизилась на 10%. В первую очередь такое снижение пошло за счет детей, которые находились на удаленном обучении. Заболевание простудой среди школьников снизилось более чем в 2 раза. Вчера было проведено
очередное заседание оперативного штаба района, на котором было принято решение о поэтапном выводе с дистанционной формы обучения школьников в параллелях с 1 по 8 классы. То есть применяется схема веерного перевода на каникулярный период. И с 11 числа выводятся на каникулы дети в возрастной категории 1 и 4 классы. Далее, после их выхода уже к образовательному, очному образовательному процессу на каникулярный период выводятся старшие классы. К другим темам. По итогам 2021 года компания «Эльга-Уголь» добыла почти 15 миллионов тонн угля, что более чем в 2 раза больше, чем в предшествующем году. В 2022 году ожидается добыча более 20 миллионов тонн. Компания нацелена стать одной из крупнейших по объему добычи и реализации угля в стране и в мире. В соответствии с комплексным планом реализации инвестпроекта по развитию Эльгинского угольного месторождения к 2026 году планируется строительство кластера обогатительных фабрик мощностью до 38,5 миллионов тонн в год. Для этого к 2025 году предусматривается расширение провозной способности железнодорожной линии Эльга-Улак до 30 миллионов тонн в год. Также будет построен аэропорт со взлетно-посадочной полосой в 2,5 километра. Возить пассажиров между труднодоступными и отдаленными регионами теперь будут на самолетах «Байкал». Он придет на смену легендарному Ан-2, известному всем кукурузнику, на котором десятилетиями возили людей и обрабатывали поля. Новую отечественную машину представили специалистам и экспертам на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации. Проектировать ЛМС-901 «Байкал» начали в конце 2019 года. В январе этого года состоялся первый полет в Екатеринбурге. Машину создавали как современный, легкий многоцелевой самолет с одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан он на 9-14 пассажирских мест. Может работать в сложных природно-климатических условиях и на неподготовленных площадках. Именно такая машина нужна сейчас на межрегиональных маршрутах. Тем временем авиакомпания S7 объявила о начале продаж авиабилетов по спецтарифам для детей в возрасте до 17 лет, направляющихся из Якутска во Владивосток в детский центр «Океан». Билеты по субсидированным тарифам на этот год возможно приобрести на собственные рейсы S7, которые будут выполняться до 31 декабря 2022 года. Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок на прямых рейсах. Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации. В этот день с профессиональным праздником поздравляют не только пилотов, а еще и авиадиспетчеров, бортпроводников и других работников, причастных к воздушной гавани. Безопасность полетов зачастую зависит от авиатехников. Они отвечают за техническую исправность воздушных судов перед вылетом. Наши коллеги побывали в Мирнинском аэропорту и узнали, кто стоит за удачным полетом и чем увлекаются авиатехники в свободное время. Все, масло мы посмотрели, все хорошо. Владимир Рощин проверяет уровень масла в двигателях. Самолет полчаса назад сел на полосу Мирнинского аэропорта. Авиатехник должен изучить техническое состояние воздушного судна и устранить неполадки, если они есть. На всю работу не больше 3 часов. Особое внимание авиатехник уделяет шасси, которое берет на себя основную нагрузку во время вылета и посадки. После внешнего осмотра специалист оценивает и салон, плотно закрытые аварийные люки и исправные ремни безопасности. Вот что важно при любом полете. Самолет должен быть всегда исправен, и пассажир не должен о чем-то там думать, он должен ему как прилететь с точки А в точку Б, вот и все. А остальное это уже лежит на ответственность на других людях. Вам даже волноваться не стоит. Ежегодно воздушные суда проходят капитальный ремонт. Специалисты в ангаре разбирают и осматривают каждый сантиметр от двигателя до кабины пилотов. Вы видите весь разобранный салон. То есть это то, что никто из простых людей не видит этого. Для чего все это сделано? Это сделано для того, чтобы выявить места, которые наиболее нагружены у самолета, выявить коррозию, трещины. После ремонта воздушное судно будет как новое.
За 43 года через руки и глаза Владимира Рощина прошли сотни самолетов. Свою работу мужчина считает делом важным и нужным, ведь на кону жизни людей. А в свободное время Владимир заменяет инструменты на плавательный костюм и маску. Подводному плаванию посвятил чуть меньше, чем авиации – 30 лет. В клубе аквалангистов «Северный скат» Владимир занимается со дня основания. Где только не побывал «Северный скат» – Байкал, Баренцево и Белое моря, Крым, Египет. И это только начало списка. На счету Владимира около 200 погружений. За столько лет у нас база техническая очень хорошая. Я считаю, что лучше, по крайней мере, по Якутии мы не найдем. Если плавание – это хобби, то авиация – вся жизнь для Владимира Рощина. Профессиональный праздник он отметит на работе. Ну все, одной не подводи, летай дальше. Иванна Филиппова, Руслан Фаткулин, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». 12 февраля исполняется 53 года со дня создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Именно в этот день приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции был создан 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы. Эта работа была передана в Росгвардию в апреле 2016 года, когда создавалась данная организация. Одной из ее задач стал федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства России в области оборота оружия. С каждым годом законы ужесточаются, и с 29 июня этого года пройдут несколько изменений. Одно из них касается гладкоствольного оружия. Конкретно здесь приведены понятия, что такое нарезное оружие, что такое гладкоствольное оружие. И по этим положениям стволы, имеющие сервировку Ланкастер и Парадокс, они будут приравнены к нарезному оружию. То есть гражданин, желающий после вступления этих положений, гражданин, желающий приобрести это оружие, он должен владеть гладкоствольным оружием в течение 5 лет. То есть 5-летний стаж у него должен быть. 19 февраля заканчивается прием заявлений на участие в конкурсе гранта главы республики. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям для реализации творческих проектов в области академической музыки. Принять участие в конкурсе могут и государственные учреждения культуры, которые имеют в своем составе оркестры. Общая сумма грантовой поддержки составляет 4 миллиона рублей. Театрально-зрелищные учреждения на средства гранта смогут укрепить материально-техническую базу. На эти цели выделен 1 миллион рублей. Наши творческие коллективы будут повышать свое мастерство, безусловно. Задействована большая аудитория в распространении и привлечении классической музыки, академической музыки. Ну и, безусловно, модернизация нашей материально-технической базы. Тут что прежде всего хочется сказать, именно возможно пошив костюмов, приобретение музыкальных инструментов, что это является основным, конечно же, критерием, поскольку без инструментов хороших невозможно создание и исполнение прекрасной музыки. На этом у нас все. Оставайтесь с нами.